музыка его до сих пор востребована, потому что она, во-первых, была написана от души, и он является очень редким мелодистом, потому что вот те мелодии, которые он сочинял, да, вот которые приходили ему свыше, да, вот откуда они приходили, наверное, никто не знает. Вот они настолько яркие, настолько эмоциональные, но во всяком случае не оставляют людей равнодушными. Вот 2 дня тому назад мы проводили концерт в Доме музыки, посвященный вот как раз его юбилею, и звучали разные мелодии, разные годы написаны с разными поэтами, инструментальные какие-то произведения. Но вот что вот бросалось многим, вот ко мне подходили потом после концерта вот, и говорили, что бросается в глаза прежде всего его мелодизм. Вот это его удивительный почерк, да, его мелодии. То есть, и услышав его мелодию, можно узнать. Причем не обязательно, чтобы она имела, например, там характер армянской музыки или... То есть у него было вот эти границ не было, можно сказать. Он писал мелодии, и вот послушаешь, как же это русский композитор написал, да, вот песня «Свадьба», «Пушинка белая», «Чертово колесо». Там, например, «Чекнах ерас», «Гей аскер аскер» прозвучали вот эти песни тоже. Там чувствуются, явные интонации армянские, да, но во всех случаях скажешь, что это написал композитор Бабаджанян.